Так, добрый день, слушатели установочного вебинара для участников республиканского этапа международного конкурса методических разработок «Уроки Победы». Наш сегодняшний вебинар направлен на рассмотрение процедуры организации республиканского этапа этого конкурса. Как вы знаете, Министерство просвещения России запустило конкурс методических разработок «Уроки Победы» с 1 сентября 2019 года и планирует закончить этот конкурс 9 мая 2020 года. Он приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и году памяти и славы в 2020. Как отметил советник министра просвещения Российской Федерации, ответственный секретарь Российского исторического общества Андрей Петров, прием заявок на конкурс охватил многие страны мира и уже идет. И Министерство образования и просвещения рассчитывает, что в нем примут участие тысячи активных и талантливых учителей и методистов по всей России и за ее пределами, которые покажут свои новые идеи и наработки. Цель этого конкурса, то есть конечный итог этого конкурса, это некая единая база школьных методических разработок, посвященных Великой Отечественной войне. Конкурс проходит в два этапа – региональный и федеральный уровне. Итоги первого этапа будут подведены уже в конце ноября. Региональный этап конкурса проводится Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Государственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Коми Республиканский институт развития образования в рамках реализации концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России. Цель конкурса – это увековечение, конечно же, памяти о победе в Великой Отечественной войне, повышение исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. Кроме того, конкурс направлен на разработку новых методик и практик патриотического воспитания и обучения школьников, развитие творческой деятельности по обновлению содержания образования, росту профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций не только республики, но и России. В связи с этим можно выявить две главные задачи конкурса. Это выявление талантливых педагогических работников школ. И как только они будут выявлены, то, соответственно, их поддержка и поощрение. И, кроме того, тиражирование лучших учебно-методических разработок для дальнейшего использования в преподавании уже не только ими, но и коллегами. Участниками конкурса могут стать педагогические работники образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, независимо от организационно-правовых форм деятельности школы. То есть охват педагогических работников колоссален. В данном случае мы говорим и про начальное общее, основное общее и среднее общее образование. Какой же порядок участия в конкурсе? Во-первых, для участия в конкурсе необходимо представить индивидуальные методические разработки урока, либо же классного часа, возможно, какого-то социального проекта. И в данном случае мы говорим о внеклассном мероприятии для школьников, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во-вторых, работы направляются только в электронной форме, в формате Word с возможностью дополнения материалами в аудио, видео формах, в иных презентационных формах. Но подчеркну, что только в электронной форме загружаются они на портале КРИРО. Ссылочка представлена и в новостной ленте, и в положении. Никакие бумажные варианты работ приниматься и рассматриваться оргкомитетом и жюри конкурса не будут. И еще важный момент, что каждая заявка должна иметь только одного автора. Работы, разработанные в соавторстве, будут рассматриваться по первому автору. Какие же номинации? Вообще мы говорим, что конкурс проводится по 10 основным номинациям. Они представлены на слайде. Позволю себе быстренько про них пройтись. Это лучший урок истории, лучший урок литературы, музыкальный урок, лучший урок изобразительного искусства, лучший метапредметный урок. И вот эта номинация, мне кажется, она наиболее обширна. Лучший классный час,
лучший социальный школьный проект, лучший урок русского языка, лучший урок родного языка и лучший урок иностранного языка. То есть, как вы видите, в этих 10 номинациях представлены все основные предметные области, кроме того и воспитательная работа, и метапредметный урок, который позволит включить те предметные области, которые не заявлены как отдельные номинации. Теперь, что же касается сроков проведения конкурса. Вообще конкурс планировался, как я уже говорила, проведение конкурса планировалось в 2 этапа. Первый этап – это региональный. И в данном случае мы говорим, что региональный этап проводится с 1 октября по 1 ноября 2019 года. В этот период КРИРО осуществляет прием заявок методических разработок для участия в конкурсе. И в этой связи также проводит техническую экспертизу работы. И в этой связи у нас будет к вам убедительная просьба. Несмотря на то, что Министерство просвещения Российской Федерации оговаривает сроки до 1 ноября 2019 года, мы просим вас по возможности представлять материалы хотя бы до 25 октября, для того, чтобы наши эксперты могли своевременно провести экспертную оценку, техническую экспертизу ваших работ. Если в любом случае до 1 ноября мы их будем принимать, но не хотелось бы, чтобы в последний день был основной шквал работ. И со 2 ноября уже начинается региональная экспертиза представленных материалов, и вы видите, что она будет продлена до 20 ноября 2019 года. Какие же критерии оценивания методических разработок уроков, и классных часов в том числе? Мы говорим о том, что, посмотрите внимательно, во-первых, конечно же, это соответствие темы методической разработки, целей и задачам конкурса. Здесь, наверное, у вас вопросов возникнуть не должно. Мы видим, что не должно быть противоречия. Второе – это качество оформления представленной методической разработки. Мы здесь говорим и о элементарных требованиях к оформлению работы. Третье – это оригинальность замысла методической разработки. Мы знаем, что очень много уже имеется методических разработок, тем более по такой важной теме, как Великая Отечественная война. Поэтому в данном случае очень бы хотелось увидеть что-то новенькое, интересное, то, чего раньше, возможно, не было или проводилось в несколько иных формах. Далее это, конечно же, соответствие возрастным психологическим особенностям обучающихся. Здесь вы профессионалы, поэтому вопросов возникнуть не должно. 5-й критерий – это уровень проработанности содержания урока, представленного в методической разработке. О чем мы здесь говорим? Мы говорим о том, что в данном случае, если мы рассматриваем методическую разработку урока, то должны быть представлены все этапы урока. И прописано конкретно, начиная с целеполагания и заканчивая определенной рефлексией. Далее, это использование современных информационных образовательных технологий. Мы знаем, что в 21 веке колоссальное количество информационных ресурсов представлено, которые позволяют нам использовать новые технологии образования, поэтому давайте будем ими пользоваться. И если мы используем какие-то новые технологии, то, конечно же, будем тиражировать их и нашим коллегам. 7-й критерий – разнообразие и эффективность методических приемов, используемых в методической разработке. Мы понимаем, что на одном уроке в ряде случаев мы используем несколько методических приемов для повышения качества образовательной деятельности, поэтому просто здесь вы их немножечко актуализируете и пропишите более детально. 8-е – разнообразие форм организации деятельности на уроке. Опять-таки же это будет, наверное, прописано через этапы. Посмотрите, как вам будет удобнее. Всеми мы ими пользуемся, поэтому тут просто, опять-таки же, нужно будет грамотно это прописать. И практическая ценность методической разработки, возможность ее использования в работе другими педагогами. В данном случае имеется в виду, возможно, не только педагогами, если будет такая возможность, особенно метапредметной разработки, не только педагогами вашей предметной области или не только педагогами из вашей образовательной организации, но и другими коллегами из других предметных областей и школ. И последнее – использование межпредметных связей в содержании методической разработки.
Вы знаете, что это требование современной педагогики очень актуально, поэтому также обратите на него, пожалуйста, внимание. В соответствии с этими критериями есть бальная шкала, которая будет оценивать вашу методическую разработку. Если у вас возникли какие-то вопросы, сомнения, возможно, по этому конкурсу, какие-то недопонимания, обращайтесь, пожалуйста, к нашему организатору конкурса от КРИРО, это Попова Ванда Цветановна. Ее координаты представлены на слайде. Ну и в любом случае вся информация по конкурсу будет представлена в новостной ленте КРИРО и разослана по вашим образовательным организациям. Надеемся на наше участие в этом конкурсе. Всего доброго.